Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Диалог с народом. Правительство республики продолжает выездные отчеты перед населением. Сюжет из Вилюйского района. Тесты в условиях низких температур. В Мирном завершились испытания вертолета Ми-38-2. Выполнено 49 полетов, как показала себя машина. Болеем за наших. Сборная Якутии готовится к старту зимних детей Азии. Репортаж из Сахалина. Бейберикен. По мотивам известной якутской сказки на экраны Якутии выйдет семейный фильм. Когда премьера? Свое и со вкусом. Пекарня Нижнего Куранаха Алданского района выпускает 7000 булок хлеба в месяц. Довольно ли население местной продукцией? Правительство страны выделит 36 миллиардов рублей на решение проблемы очередей в детские сады. Финансовую помощь получат 83 региона. Об этом заявил на заседании Кабинета министров Дмитрий Медведев. Речь идет о федеральных средствах, которые направляются на решение проблем очередей в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, сказал премьер-министр. Медведев также отметил, что правительство распределит субсидии на модернизацию школ в 4 регионах, а также направит 200 миллионов рублей на мобильные технопарки «Кванториум». Такие передвижные центры познакомят с наукой детей, которые живут в селах и в малых городах, подчеркнул премьер-министр страны. Но в республике продолжаются выездные отчеты правительства перед населением. Какие проблемы волнуют жителей поселка Кысыл-Сыр в следующем сюжете? В маленький якутский поселок Любовь Баталова приехала в далеком 1965 году. Всю жизнь вместе с супругом проработали в газовой промышленности. После 50 лет в Кысыл-Сыре Любовь Ивановна из-за состояния здоровья сына решила вернуться в Омск к родственникам. Документы собрали давно, и вот уже с 2012 года ждут жилищный сертификат. Сейчас проблема, что мы стоим на очереди на сертификат по поводу с выездом за пределы республики. С 2012 года. В данный момент уже 4 года, как муж умер, я одна. Сын тоже у меня стоит с 97 года. Он на инвалидности тоже стоит со мной вместе с 2012 года на очереди. С такой же проблемой столкнулись и Гавриловы. Отец семейства Игорь Николаевич уже более 3 лет, инвалид первой группы. Семья планирует переехать на родину, в Башкирию, и тоже томится в ожидании своей очереди. Уже 2 года квартир не дают. Какая очередь у вас? У нас 43-я. Мы далеко стоим. Не знаю, когда получим. Ну, люди, которые раньше стояли, 5-6 лет стояли. Но раньше было по 7, по 8 квартир Кызылу давали даже. Вот уехали. А сейчас, я говорю, 2 или 3 года продвижения вообще нету Кызыля. Всего жилищные сертификаты в Якутии ждут более 25 тысяч человек. На отчете правительства сельчанам сообщили, в этом году из федерального бюджета на программу переселения соотечественников выделено 300 миллионов рублей. Согласно правил, которые существуют, у нас есть определенные категории, которые должны обеспечиваться данными сертификатами в первую очередь. Это первая категория, которые инвалиды, граждане-инвалиды. Соответственно, вот все годы с момента действия данной программы предоставляли жилищные сертификаты данной категории граждан. 150 человек, это 100 семей инвалидов и пенсионеров смогут получить данные средства на приобретение жилья. По Вилюйскому району это будут 2 семьи, которые стоят согласно очередности. Еще один актуальный для Кысыл-Сыра вопрос состояния жилфонда. До 2024 года по программе расселения из ветхого и аварийного жилья в поселке планируется построить более 20 многоквартирных домов. Из них уже в этом году 2 здания. Возможность получить новые квартиры будет и у тех, кто стоит на очереди за жилищными сертификатами, ведь многие из них проживают в старых ветхих домах. Екатерина Карпухина, Захар Батусов, Иннокентий Колесов, Вилюйск. В Мирном завершились сертификационные испытания вертолета Ми-38-2. Судно специально тестировали в условиях низких температур. Для этого из Московского вертолетного завода в алмазную столицу прибыли 70 специалистов. Они провели 49 испытательных полетов, из них 19 на территории поселка Накын.
Как показал себя вертолет и довольны ли разработчики полученными результатами, в сюжете Марии Урцевой. Вместе с последними холодами покидает алмазную столицу и вертолет Ми-38-2. Через несколько минут его загрузят в самолет «Руслан», на котором его доставят в Москву. Вертолет Ми-38-2 доставили в алмазную столицу в декабре прошлого года. Разработчики решили расширить летные характеристики этой модели. Для этого провели серию испытаний, заключительный этап которых прошел именно в Якутии. Летчики-испытатели говорят, лучшего места с экстремально низкими температурами для тестов не найти. Если сейчас мы выполним задачу, оценим вертолет до температуры минус 50, то, значит, будут подтверждены тактико-технические характеристики, и, значит, вертолет получит сертификат летной годности вот в заданном диапазоне температуры эксплуатации. Сначала машину планировали испытывать в Якутске, но взлетно-посадочная полоса там оказалась не готова принять самолет «Руслан», на котором перевозили сам вертолет. Поэтому выбор пал на аэропорт Мирного. Для этого руководство вертолетного завода имени Миля заключило договор с мирнинским авиапредприятием и авиакомпанией «Алроса». Для того, чтобы завод мог проводить техническое обслуживание в условиях аэропорта Мирный, пользуясь тем оборудованием, что использует авиакомпания «Алроса», и док теплый, где можно вертолет обслуживать, а также еще и авиакомпания «Алроса» выделяет вертолет Ми-8 для сопровождения. Месяц 70 специалистов Московского вертолетного завода тестировали винтокрылую машину. Выполнили 49 тестовых полетов, из них 19 в Накыне. Главный вопрос был, сможет ли воздушное судно завестись без прогрева при температуре минус 40. Подошли к завершению сертификационные испытания вертолета Ми-38. Прошли они очень успешно. Воздушное судно показало себя очень надежным, даже в вот таких экстремальных температурах. Воздушное судно подтвердило все необходимые расчетные параметры. Хочу добавить, что эта операция, она в принципе уникальна, чем она выполняется впервые. Мы помимо того, что выполнили испытания, мы еще отрабатываем процедуру перебазирования данного вертолета воздушным транспортом. По результатам летных испытаний конструкторы доработают масляную и систему кондиционирования. Итоги испытания вертолета уже передали в Росавиацию. Мария Урцева, Илья Засухин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Администрация Ленского района установила надбавку к пенсии работникам муниципальной бюджетной сферы. Единовременная выплата составляет 1000 рублей в месяц. Сегодня в списке числится 325 пенсионеров, бывших работников бюджетной сферы. В начале действия программы было зарегистрировано всего 25 человек. Данную меру поддержки ленчане могут получать, проживая в любом регионе страны. То есть это 12 тысяч пенсионеров, который отработал в муниципальной бюджетной сфере определенное количество времени и вышел на пенсию там в определенном году, он может быть участником данной программы. Единовременно 12 тысяч в течение года он получает. 7000 булок хлеба и свыше 1000 батонов в месяц выпускают в поселке Нижний Куранах. Кроме хлеба, местная пекарня производит несколько десятков видов разных изделий. Предприятие по праву считается главным кормильцем жителей поселка. Сюжет Татьяны Вахниной из Алданского района. Сплетаются ароматы жареной курочки, сочных чебуреков, сладкой сдобы и хрустящего хлеба. В Нижнекуранахской пекарне при магазине «Горячий хлеб» кипит работа. На смену пекари заступили 3 часа назад, и первые покупатели уже успели подкрепиться основательно. Очень нравится продукция. Ну вот, выпечку всегда покупаю. Тут народ обычно бывает в обед. Народу много, но обслуживание очень быстрое, шустрое, тактичное, культурное. За месяц на поселковом предприятии выпекается порядка 7000 булок одного только хлеба, а также свыше 1000 батонов. Особенно любим жителями столичный. Булочки уже поспели, их можно вынимать из форм. Багеты перед отправкой в печь нужно обязательно смазать маслом и посыпать мукой. Посыпала мукой, это для корочки, чтобы корочка хрустящая была. Тонкостей в хлебопечении много. При желании и трудолюбии их все можно освоить. Главный же секрет один. Душа нужна с любовью делать.
Юлии предстоит приготовить почти полсотни чебуреков. Главный секрет мягкости и эластичности теста – сухое молоко, а в фарш необходимо добавить больше лука. Так он будет сочным. Фастфуд фастфуду рознь. Перекусить можно не только сытно, но и полезно. Домашнее как бы получается. Дома же вы тоже жарите чебуреки. То же самое пирожки. Вот это все же, это же тоже домашнее. У нас как дома. Почти 30 лет пекарня является кормилицей жителей Нижнего Куранаха. Алданцы, бывая по делам в поселке, обязательно заезжают в торговые точки – купить хлебушка и чего-нибудь перекусить. Сетуют жители районного центра лишь на недоступность местной продукции более широкому кругу потребителей. Так скажем, мы считаем покупку, аренду зданий, помещений неконкурентоспособной сейчас для нас на рынке алданском. Но опять же, повторюсь, мы призываем к сотрудничеству, мы готовы. Обеспечение населения качественной пищей по доступным ценам. Так видели свою главную задачу пищевики 30 лет назад. Социальная направленность в работе предприятия и сегодня остается первоосновной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район, поселок Нижний Куранах. За весь прошлый год 743 новорожденных нерюнгринца получили свидетельство о рождении. Какие имена набирают в Южной Якутии все большую популярность, а какие удивляют своей редкостью, рассказывает Александра Цыбикова. Многие родители начинают подумывать над тем, как назвать ребенка, только увидев 2 полосочки на тесте. Другие же не могут определиться с именем, даже вернувшись из роддома. В нерюнгринской семье Аравшатян супруги сразу договорились, имена девочкам выбирает папа, а мальчикам – мама. Но супруге такая возможность пока не предоставилась. Есению я еще решил назвать дочь еще даже до, наверное, знакомства со своей супругой. Очень запомнилось это имя. Туону мы выбирали очень долго, дольше, чем Есению. Исходили из значения имен. Сначала дочь хотели назвать Ануш, но когда она родилась, уже поняли, что это совсем у нас не Анушек будет, а будет Туоночка. Грузинское имя, красивое имя, как и Есения. Да, Буся? Согласно статистике управления ЗАГС Нерюнгринского района, наиболее популярными именами для девочек за прошлый год стали София, Анна, Виктория, Елизавета, Ева. Артем, Александр, Дмитрий, Максим для мальчиков, но некоторые предпочитают выбирать красивые и при этом редкие имена. Самые редкие имена мальчиков и девочек за 2018 год в Нерюнгринском районе – это, сейчас я зачитаю, Ясмина, Ярославна, Ярослава, Эмилия. И среди мальчиков это Эрел, Чемид, Федор, Умид. Имя нужно рассматривать с разных сторон, как оно будет звучать, как будет сочетаться с фамилией и отчеством, что оно обозначает и какие у него корни. Каждая деталь накладывает свой отпечаток на судьбу человека. Александра Цыбикова, Екатерина Павлова, Нерюнгри. Короткая пауза, вернемся через 1,5 минуты. Смотрите далее в программе «Итоги дня». Болеем за наших. Сборная Якутии готовится к старту зимних детей Азии. Репортаж из Сахалина. Бейберикян. По мотивам известной якутской сказки на экраны Якутии выйдет семейный фильм. Когда состоится премьера? Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Итоги дня продолжаем. В России отмечают День зимних видов спорта. Именно 7 февраля в 2014 году зажгли Олимпийский огонь игр в Сочи. Прошедшая там Олимпиада считается одной из самых хорошо подготовленных, зрелищных и удачных игр в истории. День зимних видов спорта для алданцев. Дата значимая. Связано это с тем, что зимние виды в Южной Якутии пользуются традиционно особой популярностью. К примеру, на лыжах хотя бы один раз в жизни там вставал каждый, не говоря уже о любителях и профессионалах. Сюжет Татьяны Вахниной. Спринт и классика, свободный стиль и неспешные прогулки. Хотя бы раз на трассах бывал каждый. Популярность зимних видов спорта не ослабевает. По массовости первое место занимают лыжные гонки. Наряду с центром подготовки лыжников в районе действуют отдельные секции и базы. Много лет в Южно-Якутском уголке учебные тренировки проводят звезды мирового уровня. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. По сложившейся ситуации в нашем районе наиболее популярными у нас, в принципе, считаются сейчас лыжные гонки. Там у нас больше всего народу занимается. В
Вполне вероятно, в алданский календарь соревнований 4-й спартакиады зимних видов спорта, которая пройдет в марте 2020-го, будет включен сноуборд. Этот вид спорта получит мощное развитие. На Радиогоре, близ гоночных трасс, появится горнолыжный спуск. Строительство подошло к финальной стадии. В этом году спуск будет оборудован подъемником. Готовы будем принимать всех любителей горнолыжного спорта, сноуборда в Алданском районе, в городе Алдан. Вся необходимая инфраструктура для этого есть. Любимым местом активного отдыха остается каток. Завсегдатаи ледовых забав преимущественно дети. Впрочем, взрослые, приходя на каток, с не меньшим задором коньками звучно режут лед. У мужчин пользуется популярностью хоккей с шайбой. На выходных районные команды сходятся на льду в нешуточных битвах. У нас мороз, свыше 30 играть невозможно. Либо у нас тепло и снег идет. То есть, тоже каток в снег не зальешь. То есть, поэтому и нет никакого развития детского хоккея. Потому что дети в такой мороз играть на открытом воздухе не будут. В Алдане действуют несколько открытых зимних площадок для игры в хоккей с шайбой и катания на коньках. А в будущем в городе появится Ледовый дворец. Он будет построен на основе государственно-частного партнерства. Финансовое бремя строительства республика разделит с компанией «Газпром». По социальному партнерству между республикой и «Газпромом» будет строиться ряд объектов, и в том числе в Алданском районе будет построен по последнему решению Ледовый дворец. Возведение новых объектов и строительство спортивных сооружений дает мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Ленском районе комитет по физкультуре и спорту закупил инвентарь для спортивных секций на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч. Какие объекты оснастили экипировкой и инвентарем? Светлана Балеева подробнее. Ежегодно спорткомитет по мере возможности обновляет и дополняет спортивный инвентарь для городских секций. Всего в этом году было закуплено более сотни наименований, начиная с теннисных и волейбольных мячей, хоккейной формы, заканчивая тренажерными комплексами и ковром для борьбы. Спортивный инвентарь мы приобрели на общую сумму 2 миллиона 809 тысяч. Это за 2018 год. Это получается у нас все игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, единоборство, хапсагай, дзюдо, бокс, карате. И получается также мы спортивный инвентарь обновили на лыжной базе. Это получается аренда лыж, сноутюбингов и каток. На сегодняшний день весь инвентарь распределен между спортивными учреждениями. Спортсмены уже занимаются на новом оборудовании и в новом обмундировании. Одним из таких учреждений стала секция хоккея. Она получила новую спортивную амуницию, 3 комплекта профессиональной экипировки для вратарей, а также профессиональные коньки и клюшки. Форма достаточно дорогостоящая, качественная. Также шайбы у нас пришли в количестве 100 штук. Пришли грифы, набивные мячи, жилеты с утяжелителями, 5 комплектов игровой формы на детей, клюшки, пришло 20 детских клюшек. Дальше все будет зависеть только от нас. В такой форме приятно играть и хорошо тренироваться. Этим видом спорта здесь занимаются более полусотни ребят, но не все родители могут позволить себе приобрести комплект профессионального спорт-инвентаря для своих детей. Благодаря новым конькам, клюшкам и форме для юных хоккеистов данный вид спорта получил второе дыхание. Но мне своя новая форма нравится, очень удобная. Она была легче, та форма, но это еще легче, и ей хорошо сбивать, ловить и садиться. Также был приобретен спортивный инвентарь для других секций. Новые лыжи для лыжников, боксерские перчатки и груши для боксеров, а мячи получили волейболисты. Дополнительно были приобретены 10 вот таких мячей. Это мячи являются официальным мячом Федерации волейбола, Международной Федерации. Этими мячами проводятся все крупные соревнования. И вот наши дети имеют возможность заниматься именно такими мячами хорошими. Дополнительно, мы приобрели утяжеленные мячи весом 3 килограмма. Это очень нужный инвентарь. Помимо этого, на 1 миллион рублей спонсорских средств компании «Транснефть» была приобретена сцена, помост для награждения спортсменов, тренажер для настольного тенниса, борцовские мешки и ковер. По словам Бориса Щедрикова, тренера по хоккею, и Юрия Шустова, преподавателя-тренера по волейболу, новый инвентарь принесет большую пользу всем без исключения спортсменам. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
9 февраля стартуют первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинске. Вся сборная Якутии уже на месте и активно готовится к крупным соревнованиям. Репортаж Юрия Осипова. Якутские биатлонисты опробовали трассу и пристрелялись. К местному климату спортсмены уже привыкли. Прошли здесь сборы. Сейчас упор на оружие. Работаем с оружием вплотную, чтобы была привычка, адаптация к оружию. Оружие у каждого свое. Подгонка идет, до сих пор еще подгонка идет оружие. Ну, это вещь тонкое оружие. Поэтому находим варианты, чтобы спортсмены хорошо стреляли. Сборная по биатлону состоит из 4 мальчиков и 4 девочек. Ребята готовы, несмотря на то, что на подготовку ушло не так много времени. К этим играм ушло на подготовку около 2 месяцев, считая стрельбы. И у нас уже более-менее все начало получаться уже. Трасса замечательная, нам понравилась, немножко тяжелая, а так в принципе нормально. Переживаем, я переживаю, потому что для меня это очень ответственно, и это мой первый старт такой, первый зимний «Дети Азии». Сборная по хоккею начала готовиться намного раньше, с прошлого года. Из более чем 30 ребят отобрали 22 лучших спортсмена. Это самая большая команда сборной Якутии. Здесь на Сахалине с 25 числа каждый день по 2 тренировки проводили. Не считая сегодняшнего дня, то есть уже начинается до соревнований по 1 тренировке в день. И все, в принципе, ребята готовы все, настрой боевой. Ребята прошли через горнило соревнований различного уровня. И сегодня они готовы к играм. Тренировки идут хорошо, настрой нормальный, боевой. Готовы побеждать. Перед играми члены сборной Якутии по лыжным гонкам успешно выступили на первенстве Дальнего Востока. Поэтому тренер уверен в их силах и сейчас уделяет больше внимания оснащению ребят. Сейчас мы тестируем смазки лыжные перед соревнованиями, чтобы наши спортсмены постарались удачно выступить, показать хорошие секунды на трассе. Если лыжи плохо приготовлены, спортсмен не сможет показать ничего хорошего на лыжне, как бы он хорошо готов ни был. Сборная Якутии в полном составе уже находится в Южно-Сахалинске. Республику представляют 80 юных спортсменов. Ребята пробуют свои силы на площадках, которые станут центром внимания во время игр. Юрий Осипов, Василий Радченко, Нюргуяна Егорова, Сергей Козюра. «Дети Азии», Сахалин. К старту игр готова и бригада телевизионщиков в Якутии. Прямая трансляция на каналах НВК «Саха» и «Мамонт» начнется с соревнований по шорт-треку с Дворца спорта «Кристалл». Наши коллеги вплотную работают с техническими судьями, персоналом, дирекцией игр и режиссером канала Матч ТВ Дмитрием Ястребовым. Сегодня оборудование развернуто в «Кристалле» и на стадионе «Спартак», где пройдет масштабное зрелищное шоу «Открытие зимних игр «Дети Азии». На освещение мероприятия будет задействовано 11 камер и квадрокоптер. Штаб работает в полную силу и готов выдавать качественное видео с острова Сахалин. Сигнал будет подаваться на спутник и распределяться уже по странам-участницам, которые заявили желание забрать сигнал. Естественно, это пойдет и на наших телеканалах нашей республики. Поэтому приоритеты мы такие поставили. То соревнование, которое идет в первую очередь, оно идет в прямой трансляции. Но 3 сигнала, они одновременно идут на коммутационный узел телекомпании ОТВ, и они записываются. С 21 марта на экраны Якутии выйдет семейный фильм под названием «Бейберикян». Картина режиссера Константина Тимофеева снята по мотивам известной якутской сказки о старушке с 5 коровами. Создатели добавили и новых интересных персонажей. Изюминкой картины станут костюмы, наряды в стиле бохо, созданные специально для этой картины. Съемки прошли летом в Усть-Алданском Улусе. В фильме снимались артисты театра и кино, дети и танцоры. Мы и в будущем хотим экранизировать якутские сказки, потому что мировые сказки, да, они по 10 раз, по 20 раз были экранизированы, а наши сказки, они не тронуты. Это кладезь, это настоящие там, это кладезь самоцветов, там очень прикольные, интересные сказки есть. Помимо того, есть еще очень интересные юкагирские сказки, эвенские сказки с очень красивыми сюжетами. Их тоже можно было бы экранизировать. Это были итоги дня на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами и будьте в курсе.